Всеобщая самоизоляция, дистанционное обучение наших детей со всей очевидностью показали нам уровень нашего цифрового развития. Все не так радужно, как хотелось бы, по всей стране и даже в передовом вопросах цифровизации в Татарстане. На заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Государственного совета республики на этой неделе заместитель министра образования республики Ильсур Хадиуллин озвучил такие цифры. В 78 населенных пунктах Татарстана, где живут дети-школьники, нет интернета, а в 29 нет и сотовой связи. В 4 школах республики также нет интернета. То есть они еще остались в прошлом веке, и дети получают там школьные задания в конвертах. Хорошо еще не голубиной почтой. Хотел пошутить, но не получилось, потому что и детям, и учителям не до смеха. Только в Казани у 2000 детей к началу дистанционного обучения не было ни планшета, ни гаджета, ни компьютера. И по республике эта проблема весьма актуальна. Сейчас она решается в рамках республиканской акции «Отдай запасной гаджет в свою школу». Президент Татарстана лично держит на контроле закупку планшетов для многодетных и малообеспеченных семей республики. Что из этого следует? Очень простой вывод. Если мы сами о себе не позаботимся, нам вряд ли кто поможет. Нам еще очень повезло, потому что в республике есть свой оператор мобильной связи, интернета, цифрового телевидения и телефонии ПАО «Таттелеком», который работает прежде всего на благо республики, на благо населения и сделал очень много для ввода дистанционного обучения в школах. Не побоюсь этого слова, но события последних дней показали, что Таттелеком – это стратегически важное предприятие для нашей республики. Если хотите, гарант нашего цифрового будущего. Иначе нам придется ждать милости от крупнейших российских операторов связи и вечно стоять перед ними с протянутой рукой. Фактически, только у Таттелекома сегодня есть возможность дойти интернетом даже до малых деревень, обеспечить в будущем 100% цифровое покрытие республики, что архиважно для ее развития. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.